Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Энергетика, а вернее теплоэнергетика, сегодня снова в центре нашего внимания. Тема с учетом изменений погоды и стартовавшего отопительного сезона сверхактуальная. Именно для России. Страны, как известно, самой большой в мире по территории и самой холодной. Вы наверняка знали об этом, но не придавали этому значения. Ну, холодно и холодно. А между тем, когда сравнивают нашу экономику, отопительную систему с якобы суровыми странами Скандинавии, примите во внимание тот факт, что в России среднегодовая температура минус 5,5 градусов Цельсия, а в холодной по европейским меркам Финляндии плюс 1,5 градуса. Ну, еще несколько фактов, чтобы понимать, в каких условиях мы живем, строим экономику, бизнес и так далее. Именно в России зарегистрирован абсолютный минимум температур в местности, где живут люди. В поселке Аймекон в республике Саха в 1926 году термометр показал минус 72 градуса. Населенный пункт объявлен полюсом холода. В геополитике есть такой термин, как эффективная территория. То есть это площадь страны без экстремальных условий. Так вот, несмотря на то, что Россия такая огромная, только треть ее территории считается эффективной. А это значит, что на 2/3 ее площади невозможна нормальная человеческая жизнь. Под нормальной подразумевается природная среда, где не требуется специальных приспособлений, теплой одежды и отопления. Мы много говорим в последнее время о сельском хозяйстве, но на минуточку. В России земель, пригодных для ведения эффективного аграрного бизнеса, то есть сельхозземель, меньше, чем пастбищ для оленей. Мы это все говорим не для того, чтобы кого-то напугать или, напротив, воодушевить. Просто сегодня для темы нашей программы, а говорим мы о теплоснабжении, фактор климата имеет ключевое значение наряду с факторами доступности энергоресурсов и экологии. В зависимости от этого обогрев помещений может осуществляться очень разными способами. От сжигания угля или биомассы до использования энергии земной коры. Об этом мы также расскажем сегодня. Смотрите в этом выпуске. Почему России выгодно центральное отопление? Как эта система работает в других странах? Наш обзор в рубрике «Большой вопрос». Готовность номер 1. Как теплоснабжающие организации Казани подготовились к отопительному сезону? По каким показателям оценивается эта готовность? В студии программы начальник производственно-технического отдела компании ТГК-16 Алмаз Латыпов. Осенними теплыми и уже не очень теплыми вечерами мы вспоминаем о тепле, который приходит в наши дома с наступлением первых холодов. Вопрос возникает самый разный. Благодаря кому батареи в квартирах становятся теплыми? Почему тепло – самая внушительная статья расходов в перечне жилищно-коммунальных услуг? Что ожидает рынок теплоснабжения в будущем? Давайте начнем с азов. Что такое теплоэнергетика? Как правило, когда обыватель слышит об энергетике, он представляет в первую очередь электрическую генерацию. Мощную станцию, от которой по ЛЭП электричество поступает в жилые дома и на промышленные предприятия. Однако в России, да и во многих странах мира, энергетика во многом связана с генерацией не только электричества, но и тепла. А для нашей холодной страны второй продукт энергоотрасли не менее важен. Тем не менее, при всей актуальности и востребованности тепловая генерация долгое время находилась в ущемленной позиции по отношению к большой энергетике, производству электричества. Нормативно-правовая база была сформирована под электроэнергетику с учетом и интересов последней. Даже сегодня сайт Министерства энергетики России смоделирован так, что найти информацию о тепловой энергетике довольно сложно. Как же производится тепло? Генерация тепла – процесс, тесно связанный с производством электричества. По сути, все станции, кроме гидроэнергетических, генерируют тепло. И атомные тоже. Упрощенную схему теплогенерации можно представить так. Энергия сжигаемого топлива вращает турбины, которые вырабатывают электричество и вместе с тем нагревают теплоноситель, который направляется потребителям. Существует и специализация тепловых электростанций. На ГРЭС, государственных районных электростанциях,
Большие турбины вырабатывают большое количество электричества, а тепло от них становится небольшим по объему побочным продуктом. На ТЭЦ, теплоэлектроцентралях, в классической паротурбинной компоновке большую часть помещений занимают котлы, которые нагревают теплоноситель. Чаще всего ГРЭС строят в стороне от крупных городов, потому что выбросы в атмосферу от них значительно выше. А ТЭЦ с советских времен строили рядом с крупными промпредприятиями. С ростом городов многие ТЭЦ попали в черту городской застройки. С учетом того, что многие ТЭЦ работают по принципу комбинированной выработки, то есть одновременного производства электричества и тепла, вкупе с внедрением передовых информационных технологий, новых материалов и более высокой очистки топлива, можно предположить, что экономичность новых станций выросла. И выросла на порядок. Соответственно, снизилась себестоимость энергии. Так почему стоимость тепла в наших квартирах не упала, а даже напротив, возросла? Вопрос, который мы уже не в первый раз детально изучаем в нашей программе. Опять же, начнем с общеизвестного. Рынок тепла у нас крайне монополизирован. Потребитель, по сути, не может выбирать, у кого он будет покупать тепло. Теплосеть к дому только одна. Но и продавцы тепла крайне зарегулированы. Они не имеют права отключать тепло даже в случае отсутствия оплаты бытовым потребителям. А цены на локальных рынках устанавливают региональные службы по тарифам. Ежегодно теплоснабжающие компании подают в РСТ тарифные заявки, где указывают, какие затраты они несут на производство и транспортировку тепла до потребителей. После рассмотрения они получают право на сбор той суммы, которую потратят, плюс небольшую прибыль, предусмотренную законом. Но такая модель рынка устраивает не всех. Существуют инициативные группы граждан, которые уверены, что теплоснабжающие компании предоставляют недостоверную информацию, завышая свои издержки. В свою очередь, тепловики жалуются на серьезный недосбор денег с населения и высокие издержки, которые порой приходится перекрывать деньгами от продажи более рентабельного электричества. Как организован рынок тепла в Казани? Можно ли считать схему теплоснабжения оптимальной? Что предлагают эксперты? Реально ли не повышать тариф на отопление? Попытаемся снова пролить свет на эти и другие вопросы вместе с нашими экспертами. Схема теплоснабжения такого мегаполиса, как Казань, документ крайне важный, можно сказать, стратегический, поэтому довольно странно было наблюдать на публичных слушаниях по актуализации проекта схемы теплоснабжения столицы, организованных исполкомом Казани, прямо скажем, небольшое количество людей в зале. Город в 1 300 000 жителей представлен 3 человеками, 3 представителями от населения всего лишь. По 400 000 на каждого человека. Но у нас это мероприятие, оно имеет роль свободного изъявления и свободной явки сюда. Мы сюда никого не загоняем. Стоит отметить, что это не первое публичное обсуждение проекта схемы теплоснабжения столицы. У компании ТГК-16 были и ранее серьезные претензии к разработчику документа, и ее представители не раз их озвучивали. Не вдаваясь в технические и технологические подробности, суть их в том, что предложенный проект схемы не является оптимальным в части обеспечения населения надежными источниками тепла по выгодным тарифам. Выгодные, справедливо полагают в ТГК-16, это тарифы от крупных ТЭЦ с так называемой комбинированной выработкой тепла и электроэнергии. Котельные в этой схеме по определению слабое звено. Однако им почему-то разработчики отдают предпочтение, а как еще иначе расценить тот факт, что до 2013 года город забирал с Казанской ТЭЦ-3, принадлежащей ТГК-16, около 1,5 миллиона гигакалорий. Сейчас по новому проекту схемы теплоснабжения собирается брать чуть более 700 000, то есть в 2 раза меньше. Более того, это противоречит требованию федерального закона обеспечивать население теплом в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии. Вопрос комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – это чисто закон физики и закон экономики. Когда из-за 1 кубического метра сожженного газа мы получаем только тепло, и все затраты сажаем только в тепло, и за это тепло платит наше население, либо мы сжигаем этот кубический метр газа, получаем 2 продукта – электроэнергию и тепло, и, соответственно, затраты, которые должно платить население, становятся меньше,
говорить о том, вот после этого спорить о том, что выгодно котельная, невыгодно котельная, ну, наверное, теряет смысл. На текущий момент повышение тарифов сильное не обосновано ничем. Потому что в Казани станции Казанская ТЭЦ-3, которая принадлежит ТК-16, Казанская ТЭЦ-2, Казанская ТЭЦ-1, которые принадлежат Татэнерго, провели большую модернизацию. На всех станциях введено новое современное газотурбинное оборудование, гораздо более экономичное. А все три станции могут работать в режиме когенерации, то есть одновременной выработки тепла и электроэнергии. Казанская ТЭЦ-3 загружена по тепловой нагрузке менее чем на 1/3. На публичных слушаниях разработчики схемы теплоснабжения Казани представили 6 вариантов, как ее можно актуализировать. Как высказались участники, большинство из них трудно назвать досконально проработанными. Разработчик предложил остановиться на так называемом консервативном варианте. Проще говоря, оставить все как есть в соответствии с прежним проектом схемы. С этим представители ТГК-16 никак согласиться не могут. Начальник производственно-технического отдела компании «Алмаз» Латыпов предложил доработать третий вариант схемы, предусматривающий увеличение тепловой нагрузки от ТЭЦ-3. Доводы о том, что для этого якобы потребуются дополнительные затраты в размере около 600 миллионов рублей, в ТГК-16 поставили под сомнение. В конечном итоге мы можем прийти к такому варианту, что по всей Казани повально будут эффективными районные котельные, и отпуск от казанских ТЭЦ будут снижаться, что в итоге приведет к увеличению тарифа. Всего по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города поступило 228 замечаний. В ответ на критику разработчик рассказал, что неточности будут исправлены в течение недели, сославшись на сжатые сроки, и заявил, что ТГК-16 представила данные не в полном объеме. От них информация была получена не в полном объеме, особенно это касается то, что они говорили, эффективности производства тепловой энергии, электрической энергии на ТЭЦ-3. В этом случае разработчик юлит. Мы которую информацию якобы мы не предоставили, она есть в открытых источниках. То есть они могли спокойно взять. И эта информация совершенно не влияет на распределение тепла между источниками. Заключение о результатах публичных слушаний будет размещено 17 октября в сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани. После этого проект схемы будет направлен в Минэнерго Российской Федерации для рассмотрения и последующей доработки. Есть такое порядком избитое выражение: зима в России наступает внезапно, особенно для работников коммунальных служб. Шутка, прямо скажем, не новая и, тем не менее, всегда актуальная. Сейчас еще начало, середина осени, но для тех же тепловиков это период, когда все уже давно должно быть готово к отопительному сезону. В Казани и в других городах он уже стартовал. Для понимания, подготовка объектов компании ТГК-16 к осенне-зимнему периоду начинается с момента, когда заканчивается предыдущий период. То есть работа идет в постоянном и непрерывном режиме. В рамках данной подготовки проводятся работы по ремонту и модернизации оборудования, созданию необходимых запасов топлива, проведение экспертиз промышленной безопасности, технических освидетельствований и так далее. Руфина Мукминова расскажет подробно. В этом году из-за погодных условий отопительный сезон в Татарстане стартовал на неделю раньше, чем в прошлом году. В 2018-м тепло в дома начали подавать 1 октября, а закончили 7 мая. Климатические условия нашего региона таковы, что из 365 календарных дней ежегодно 2/3 приходится на отопительный период. Поэтому инженерным службам остается всего несколько месяцев, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону. На самом деле подготовка к отопительному сезону у нас начинается сразу после окончания отопительного сезона, то есть это в мае месяце. Заключается она в плановом ремонте сетей тепловых. И, соответственно, перед пуском тепла мы проводим опрессовку и промывку сетей. То есть это замена запорной арматуры, также замена тепловых сетей и замена изоляции. Основной наш план – это бесперебойное питание и подача тепловой энергии к потребителям. То есть чтобы не было аварий ни одной, полное отсутствие. Ну и, соответственно, опять-таки плановый ремонт сетей
так как сети достаточно новые. Готовность к отопительному сезону – важный показатель, который определяется надзорными государственными органами по результатам проверки. В июле прошлого года в России вступили в силу новые правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. Отныне Минэнерго делает анализ данных в виде рейтинговых оценок. По правилам, на основании этих данных для каждого энергообъекта рассчитывается индекс готовности. Если этот индекс меньше 0,95, то объекту присваивается статус «не готов». Индекс готовности выше этой цифры говорит, что предприятие может бесперебойно работать в отопительный сезон. На регулярном контроле работу теплоснабжающих организаций держит и Ростехнадзор. На сегодняшний день проверено все 140 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, выдано замечание, и на сегодняшний день идет работа по устранению этих замечаний. Это и готовность к авариям, это готовность аварийно-диспетчерских и ремонтных служб, это и подготовка химводоочистки и другие вопросы. Специалисты энергокомпаний делают огромную работу, чтобы обеспечить максимальную готовность к отопительному сезону и постоянно стараются улучшить свои показатели. Так, к примеру, по итогам подготовки к отопительному сезону в прошлом году компании ТГК-16 был присвоен индекс 0,96. И действительно, весь прошлый сезон компания прошла без каких-либо нарушений. На сегодняшний день текущий индекс готовности филиалов компании на 2019-2020 годы составляет 0,99. Для обеспечения надежной работы в осенне-зимний период на всех объектах ТГК-16 были проведены работы по ремонту и модернизации оборудования, экспертизы промышленной безопасности, противоаварийные и противопожарные тренировки персонала. Эти нововведения должны определить возможные зоны риска в то время, когда людям так необходимо тепло, и исключить аварийные ситуации. По результатам проверки компании получают паспорт готовности к отопительному сезону. Обеспечение надежного и стабильного электроснабжения в осенне-зимний период – приоритетная цель компании ТГК-16. Если вы чувствуете тепло в своем доме, не забывайте, что это результат напряженной работы энергетиков, которую мы привыкли принимать как данность. Если у вас остались еще какие-то вопросы после нашего материала, мы постараемся ответить на них вместе с экспертом в студии. У нас в гостях начальник производственно-технического отдела компании ТГК-16 Алмаз Латыпов. Алмаз, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, насколько объекты компании ТГК-16 были готовы в этом году к отопительному сезону, когда начинается эта подготовка и какие работы регулярно проводятся? Подготовка к отопительному сезону начинается непосредственно после окончания предыдущего отопительного сезона. Издается приказ, который определяет перечень мероприятий и сроки их выполнения. В принципе, поначалу производится опрессовка как тепловых сетей, так и теплофикационного оборудования на станции. И из крупных мероприятий можно назвать это ремонт теплофикационного оборудования, это бойлера, энергетического оборудования, а также арматуры и тепловых сетей, непосредственно тепловых станций. С предыдущего года появились новые правила оценки готовности энергетических объектов к отопительному сезону. На данный момент оценивается по определенным индексам готовности. На сегодняшний день, по состоянию на 27 сентября, ТГК-16 имеет индекс готовности 0,99, который нам позволяет получить паспорт готовности к отопительному сезону. А вы помните те дни, когда резко похолодало, а тепла в домах еще не было? А сейчас наоборот, на улице тепло, и кажется, как будто батареи тоже топят на полную. Есть ли какие-то варианты, когда жители, люди могут сами регулировать тепло? У нас в зоне ответственности ТГК-16 жилищный комплекс Салат-Купыре. В принципе, все дома оборудованы автоматикой, которая регулируется по состоянию окружающей среды, то есть по температуре наружного воздуха. И плюс в каждой квартире стоят свои регуляторы. И, в принципе, это полностью решает вопрос комфортного микроклимата для жителей. Что касается начала отопительного сезона, в этом году достаточно резко температура опустилась ниже 8 градусов. И отопительный сезон уже начался в середине сентября. Поэтому, думаю, никаких проблем, по крайней мере, у жителей Салат-Купыре в этом году не возникли. А что касается тарифов, вот интересно, как они устанавливаются, из чего складывается цена для населения? Тариф
ежегодно устанавливаются Государственным комитетом по тарифам. В принципе, для конечного потребителя он складывается из 3 тарифов, так называемых, на производство, на передачу тепловой энергии и на сбыт. Более 40 компаний по Казани имеется, которые для каждого из них тариф устанавливается свой. Ну, вот могу немного похвалиться, в ТГК-16 в зоне Салават-Купре один из самых низких тарифов по городу. То есть, получается, не все казанские ТЭЦ работают по одинаковым тарифам? Абсолютно верно. От Казанской ТЭЦ-3 в зону центральной части города отпускает тепловую энергию через тепловые сети генерирующих компаний. На сегодняшний день это уже Татэнерго. И у них имеется общий тариф для населения, в котором, в принципе, наш тариф теряется в сумме тарифов других ТЭЦ. А что касается именно Салават-Купре, мы передаем непосредственно через сети компании РСК. И таким образом, за счет более низкого тарифа на передачу и сбыт в РСК, жители Салават-Купре имеют тариф ниже, чем остальные потребители в зоне централизованной системы. Спасибо вам за ответы на мои вопросы. Теперь мы знаем, что ваша работа ведется непрерывно, и благодаря вам в наших домах всегда тепло. И вам спасибо. Всего доброго. А у нас в гостях был начальник производственно-технического отдела компании ТГК-16 Алмаз Латыпов. Как мы уже отмечали, в России теплоснабжение централизовано. Из-за особенностей климата это оптимальный вариант. При этом тепло в нашей стране генерирует в подавляющем большинстве станций, производящие еще и электричество. А вот в других странах картина весьма разнообразна. Знаете ли вы, например, что в Японии население обогревает себя самостоятельно? Центральное отопление есть только в одной, самой холодной префектуре. В Великобритании отопление включают на несколько часов в сутки. В суровой Норвегии основной источник энергии для центрального отопления – сжигание отходов на специальных заводах. А в Исландии 90% домов отапливаются за счет геотермальной энергии от активных вулканов и гейзеров. Эти и другие любопытные факты, а также о том, как проходит подготовка к осенне-зимнему периоду в нашей стране и в Татарстане в частности, узнаем в рубрике «Большой вопрос» от Алены Мартынец. Очаг, сложенный из булыжников или вырытая в земляном полу яма. Как известно, древние жилища отапливались по-черному. Дым выходил прямо в комнату и уже после наружу, через специальное отверстие в потолке или вовсе через дверь. В Древнем Египте для отопления использовали бани, а инженеры Древнего Рима создали камин, принцип устройства которого дожил до наших дней. В конце XVIII века стали чаще строить многоэтажные здания, и возникла тенденция к централизованному отоплению. В середине 50-х годов 19 столетия российский промышленник Франц Карлович Сангали начал выпускать принципиально новое для того времени обогревательное устройство – чугунный радиатор водяного отопления, толстые трубы с вертикальными дисками, которые назвали батареями. Век 21 подарил человечеству еще большее благо от цивилизации. Оборудование, которое сейчас вырабатывает обогревающее наши дома тепло, уникально. Например, на базе Казанской ТЭЦ-3 2 последних года функционирует одна из самых мощных в мире газовых турбин производства General Electric. За 2 года своей работы газотурбинная установка в Казани выработала почти 5 миллиардов киловатт-часов. Более 611 тысяч гигакалорий тепла поступило в дома горожан. Интересный факт. Казанцы, с которыми поговорили на улицах, о проблемах с теплом в квартирах не упомянули ни разу. Устраивает жителей и погода в доме, и работа коммунальщиков. Все время. В прошлом году вообще тепло было. В этом году тоже тепло. Ну, у нас, да, мы батареи поменяли, хорошие поставили. Поэтому тепло греет. Ну, насчет нашей управляющей хорошо работает, это точно. Как известно, Россия – страна, где снег на большинстве территорий лежит по полгода. Отсюда необходимость в устройстве централизованного отопления, когда тепло в дома поступает, образно говоря, из большой общей трубы. Однако так происходит не во всех странах. Все зависит от климата и доступности энергоресурсов. Исландия, например, как и Россия, одна из немногих стран мира, где основное отопление централизовано. Но организовано оно необычным образом. 90% домов в стране отапливаются за счет геотермальной энергии.
стране очень много активных вулканических зон и гейзеров. Получать энергию от них дешево, и поэтому цены на теплоснабжение в Исландии существенно ниже среднеевропейских. В Великобритании можно выбирать, у кого покупать тепло. Примерно так же, как вы выбираете, на какой заправке заправлять машину. При этом отопление работает только несколько часов в сутки. Отдельного внимания заслуживает система отопления в Дании. В этой стране, население которой примерно в 1,5 раза больше, чем в Татарстане, сетями центрального отопления охвачено порядка 60% жилищ. Наряду с другими способами получения тепла здесь действует 30 заводов по переработке отходов в энергию. Они производят тепло, которым обогреваются дома. Но вернемся в Россию. Согласно установленным нормативам, батареи в наших квартирах должны стать горячими, как только температура за окном в течение 5 дней не будет превышать плюс 8 градусов. Это целый комплекс мероприятий, связанный с подготовкой именно жилых домов. Это гидропромывка, пневмоопрессовка, сдача домов, текущий ремонт, капитальный ремонт, который мы курируем, естественно, на внутренних сетях жилых домов. В случае, если температурный режим в квартире не соответствует нормам, жильцы могут обращаться в первую очередь в свою управляющую компанию, либо в онлайн-систему «Открытая Казань», где заявка будет оперативно обработана и передана на исполнение. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на телеканале «Новый век». До свидания.